Своих не бросаем. Фраза, которую сказал глава Башкортостана Ради Хабиров, стала настоящим девизом республики. Девизом, который объединил всех нас. Здравствуйте! На телеканале БСТ стартует новый проект «Своих не бросаем». С вами журналист Лиана Кириллова. И Артур Галеев, участник специальной военной операции. В этом проекте мы будем рассказывать о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, волонтерах, предприятиях и организациях, которые вносят свой вклад в общее дело. Ну и, конечно, будем встречаться с бойцами, которые были там, на передовой. И сегодня у нас в студии Загид Загирович Гайнудинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда началась специальная военная операция, Загид Загирович первым отправился на фронт добровольцем. Подписал контракт и ушел, оставив дома семью. Загид Загирович, скажите, что вы в этот момент чувствовали? Ну, что требуется моя помощь, что все равно кто-то должен это делать. Кто, если не мы? А уже оказавшись там на передовой, не пожалели о принятом решении? Нет. Потому что мы-то здесь можем себе одно представлять. Нет. Я уже был мысленно, морально готов к этому, то, к чему я иду. Поэтому я себя уже заранее подготовил к этому. Поэтому я шел, твердо зная, для чего я туда иду. До СВО у вас был опыт срочной службы? Потому что, насколько мне известно, в наших добровольческих батальонах много добровольцев, у которых нет опыта срочной службы. Да, у меня был опыт. Я призвался еще служить в далеком 2003 году. Тогда у меня заключил контракт. Первый контракт был по 2007 год. Тут, грубо говоря, 3,5 года я отслужил. Поэтому у меня был опыт в спецподразделении. Я был готов. Вот вы сказали, что вы знали, зачем вы шли, так все-таки зачем вы шли туда? Защищать свою родину. Лучше я встречу врага там, за границей своей родины, чем потом выгонять его со своего двора. Для меня это было принципиально, потому что у меня маленький ребенок, тут же родственники, родители, друзья, товарищи. Поэтому лучше я буду их там защищать по своей мере, своей возможности, чем потом выгонять отсюда, где будут жертвы среди мирного населения. Родные поддержали? Кто-то с одобрением, потому что, зная меня, кто-то, да, лучше будет так, что я пойду. Кто-то, зачем, глупо. А если погибнешь? Я говорю, ну, если мне суждено погибнуть, я могу погибнуть здесь. А так хотя бы я принесу пользу своему государству, став на защиту Родины. Спасибо за ответы. А сейчас предлагаю прерваться на нашу специальную рубрику. В республике с началом специальной военной операции приняли дополнительные меры поддержки участников СВО и членов их семей. О них мы будем рассказывать подробней. В нашей рубрике сегодня об одной из таких мер поддержки. Смотрим. Семен Костяев – ученик 7 класса Центра образования номер 35 города Уфы. Год назад его отец отправился служить в зону специальной военной операции. Среди мер поддержки, которые получает Семен как сын участника СВО – бесплатное горячее питание в школе. Мне очень нравится, как готовят в школьной столовой. Тут очень вкусно кормят. Сегодня была моя любимая еда – это макароны с рыбой. Вне зависимости от статуса, бесплатное горячее питание в школе получают все ученики с 1 по 4 классы. Это было поручением президента России Владимира Путина. Чтобы воспользоваться такой мерой поддержки, как бесплатное горячее питание детей участников СВО, для учеников 5-11 классов требуется заявление на имя директора школы с указанием степени родства и справка из военкомата. Документы можно принести лично или отправить на электронную почту общеобразовательного учреждения. В нашей школе 15 детей, участников специальной военной операции. Из них 10 детей обучаются в 5-11 классах, для которых как раз-таки и организована данная мера поддержки. Питание детям участников СВО предоставляется один раз в день. Если ребенок учится в первую смену, это завтрак. Если во вторую, то обед. С этого учебного года есть изменения в предоставлении такой меры поддержки. В прошлом учебном году у нас мера предоставлялась, если до тех пор, пока отец возвратится с зоны специальной военной операции. А сейчас эта мера продлена, скажем так, да, если даже по каким-то условиям, по каким-то моментам отец, участник специальной военной операции, возвратился домой, но при этом мера поддержки оказывается все равно до окончания школы обучающимся.
Это проект «Своих не бросаем». И только что мы посмотрели рубрику о мерах поддержки детей, участников СВО. Загид Загирович, вы как участник СВО чувствуете эти меры поддержки? Да, для меня я получил контузию, для меня была оказана медицинская помощь в нашем госпитале ветеранов, потом прошел реабилитацию в центре от госпиталя ветеранов, поэтому, получил то, что мне в чем нуждался. Загид Загирович, вообще, находясь там на передовой, есть возможность как-то отвлекаться? То есть вот мы видим, да, с тех видео, которые иногда попадают в социальные сети, что кто-то там может играть на гитаре, кто-то играет на курае. Как вы отвлекаетесь от того, что там происходит? Есть, но мы старались нести службу круглые сутки, потому что враг не дремлет, и он не будет смотреть день, ночь. Поэтому у нас круглосуточное было дежурство, подразделение было на смены. Так же, как в регулярной армии несли караулы, выставляли посты. Поэтому в свободное время почему не заниматься? Журналисты нашей республики постоянно выезжают в зону СВО и снимают сюжеты о буднях башкирских воинов. И один из таких материалов для нас подготовил наш коллега, корреспондент телеканала БСТ Айнур Кабиров. Айнур пообщался с артиллеристами и в своем материале постарался рассказать о том, как проходят дни на СВО для них. Смотрим сюжет. Ни шаг влево, ни шаг вправо, тут строго все по тропинкам ходить. Тут и лес заминирован, и поле заминировано. У нас есть определенные тропинки, только по ним передвигаться. Зона нашего сектора обстрела, именно данного орудия, пушки, 1800. То есть как только выезжает из-за леса, из-за гор, мы открываем огонь. Предварительно нам сообщит об этом разведка. И менее чем за минуту, 30 секунд буквально, все, пушка уже подготовлена к стрельбе, полностью оборудована, смазана. Снимаем массу-сеть, заряжаем снаряды и огонь. Опять же, все делается по команде. У каждой пушки есть свой сектор обстрела, и то есть вся полоса вообще вся закрыта уже, то есть не пройдет никто. Дальность стрельбы как? Дальность? Если прямой наводка, это бронебойные, то бишь это в пределах 2 километров. Осколочными до 8,2 километра стреляет. Кумулятив так же, как бронебойный примерно, около 3 километров. Считается снайперская, да? Если бронебойный, да, она считается как снайпер вот эта пушка. То бишь точно. Если все нормально сделать, вывести, выверку сделать, то оно точно. По нашей позиции не очень часто. Ближе туда, там прилетает. У нас птички больше летают. Даже прямой пример. Блестяшка. Коптер ночью видит, понимает, что здесь живут. Даже такие вещи запрещается здесь держать. Просто выкидывать. Либо в карман, как в армии учили, либо в урну. То есть если начинает прилетать, ребята быстренько уходят вот сюда. Тоже. Если нора, то есть в случае обстрела, ребята, сюда окоп, и уже в окопе выкопана такая норка. То есть уже спрятался, то есть если даже куда-нибудь сюда упадет, можешь более шансов не повредиться. Это тоже, да? Лисья нора, как вы говорите, да? Там еще пулемет на точке, то есть автомат стреляет. Он пока закрытый, прикрытый, чтобы не видно было. То есть доски откидываются и пошел стрелять. Пулемет, автомат. Даже на передовой. Такие. Ребята тут спят. Все у них по-цивильному, несмотря что в лесу. Так, ребята. Физической подготовкой занимаются. Обязательно. Сами сделали вот эти из дерева, да? Да. Вот ребята помидоры посадили. Ну что, растет? Да, растет. Уже что-то есть, да? Да, есть. Наверное, уже не успеет покраснеть, да? Успеет. Пока тепло. То есть вот тут мое спальное место, сейчас начинается холода. Сейчас будем утеплять, поэтому кровать вынесли, кровать во дворе. Сейчас все подготавливаем, все, стойки, все ставим.
И будем утепляться, чтобы было тепло, как летом. А так в плане продуктов, в плане воды, снабжения, все есть. Это что, кинотеатр, да, получается? Телевизор, как новости посмотреть, да? Когда в 40-е годы война была, Афганистан, да, вот у ребят не было сомнений даже идти или не идти. Идти, все, у них программа в голове идти. А сейчас почему-то косится или прячется за юбкой матерей, что ли. Нет, не идти, боятся, пусть другие идут. А кто пойдет, ребят? А если враг сюда придет, каково будет? Орудие! Быстрее! Спасибо нашим артиллеристам и всем тем, кто в тылу, и всем тем, кто на передовой. Загид Загирович, скажите, пожалуйста, ваш контракт длился 3 месяца. По прибытию в родную республику вы устроились на предприятие. Скажите, сложно было адаптироваться к гражданской жизни? Ну, не знаю, у меня уже какой-никакой был опыт боевой уже по первому контракту. Я служил на границе Таджикистана-Афганистан. У нас были прорывы, мы ездили на прорывы останавливать. Поэтому для меня как-то это рутинный для меня был опыт. Тяжелее, наверное, скорее всего, тем, кто не имел этого опыта вообще никогда никакого. Для них тяжелее спать, потому что, общаясь с такими людьми, они: как ты спишь? Я говорю: я сплю спокойно. Я свой долг выполнил. Если потребуется, призовут, я встану и пойду опять. Загид Загирович, ну вы, получается, уже опытный контрактник, и задам, может быть, банальный вопрос. Что вы можете посоветовать ребятам, мужчинам, которые сейчас в раздумьях? Стоит идти, не стоит идти по контракту? Ну, с одной стороны, лучше пусть он подумает здесь 100 раз, 200, для него решит, чем он придет туда, увидит, развернется и пойдет обратно. Зачем ехать, что-то, смуту вводить? Лишнее это государство затрачивает деньги на обеспечение, на него тоже довольствие. А он просто развернется и скажет: нет, это не мое, и поедет домой. Зачем? Пусть он здесь решит. Потому что есть ребята, добровольцы, кто пойдет, встанет, кто уже твердо решил, кто не развернется, не пойдет обратно. То есть там нужны люди с высокой мотивацией? Конечно. На которых можно положиться в любой ситуации, в любую минуту? Да. Большое спасибо вам за беседу. И за то, что поделились личным. Спасибо. Ну а с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.